Динара Султанбековна, у вас есть вопросы к представителю Совета Судей? Нет, спасибо, нет вопросов. Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы? Вопросов нет. Уважаемые коллеги, есть у вас вопросы? Пожалуйста. Уважаемый Алмаз Турузбекович, вот вы сказали о том, что, допустим, кто-то недоволен по гражданскому делу, да, и может обратиться в прокуратуру, да, о том, что неправосудное решение, да. Вы считаете, что это как бы форма давления, наверное, на судью, да, или почему вы это привели сейчас? Да, я считаю, что это форма давления, потому что судья, значит, узнав, что в отношении него зарегистрировали заявление, да, то есть он чисто морально-психологически он уже будет подавлен. Ну, то есть под этим предлогом могут, так сказать, лоббировать свои какие-то интересы, да? Конечно. Вы считаете? Конечно. Но, с другой стороны, существует кодекс чести судьи, да? Где там, по-моему, 4 статье прямо говорится, что судья обязан сообщить в Совет судей, если там осуществляется какое-то давление. Не может, а обязан. Это что же как бы говорит о какой-то независимости, да? Причем очень сильно. И в связи с этим я хотел спросить, у вас есть в Совете судей какая-то статистика? Вообще поступали Да, подобные? поступали ли такие заявления от судей? На сегодняшний день таких заявлений нет. Таких заявлений нет. Нет. Но в любом случае, я считаю, что по вашему вопросу, даже если судья обратится с соответствующим заявлением в Совет судей о неком давлении на него, то есть, это заявление не приостанавливает действия доследственной проверки. Спасибо. Так, больше есть еще вопросы, да? Присаживайтесь. Спасибо.